что чеченцев признали Ичкерию, то есть то, что она была оккупирована, чеченская территория, и то, что геноцид чеченцев тоже признали. Конечно, само по себе такой особо в реальной жизни в данный момент ничего не меняет, но это какая-то маленькая политическая победа, то, что вообще признали, потому что это за ним потом последуют какие-то другие события. Это может быть триггером или толчком для других событий. Если одна страна признает, потом другая признает. И вы знаете, Талибан сейчас победили в Афганистане. К этому мы вернемся, почему они победили, коротко. Их не признают страны. Даже Турция до конца официально не может признать. И это мешает им развиваться и политически, и экономически, и так далее. Их счета заморожены, миллиарды. И у них экономические, конечно, проблемы. Поэтому признание, одна страна признает, вторая признает, это облегчает жизнь в будущем. И те, кто потом могут сражаться ради освобождения своей территории, они не будут признаны как террористы, они будут признаны как освобождающие от оккупанта свою территорию. Какой-то политический вес имеет это решение. И в любом случае, хоть маленькая победа в политическом поле, мы поздравляем братьев чеченцев. Хоть одна республика из Кавказской республики, если будет освобождена, это огромная милость Аллаха. Вы сами знаете, сейчас есть разногласия, кто за, кто не так, Ичкерия, начальная, вторая стадия и так далее. Эти разногласия сейчас не нужно разбирать. Сейчас надо врага общего изгнать, и потом между собой Ахль-Халь собираются и решают, как дальше жить и как установить государство. И те, кто даже сейчас громкие популистические какие-то заявления делают, это не значит, что они будут решать. Кто-то может на этом волне, может себе баллы зарабатывать, но это ничего не решает. Суть в том, что у нас есть общий враг, есть оккупант. Надо в данный момент не между собой рубиться и старое прошлое ворошить, а надо вместе от него избавиться. Если у нас мудрости хватит, это будет огромное благо. Чтобы мы выросли, извлекли из старых ошибок новые уроки и по-новому подошли к этому вопросу. Не нужно во время, когда общий враг на нас нападает или нас оккупировал, старые проблемы ворошить и между собой ругаться. Это очень сильно нас делает слабым. Как Аллах сказал в Коране, «Валя таназау фатафшалу». Не спорьте, не препирайте между собой, а не то потерпите неудачу. Вот тогда барихукум, ваша сила уйдет.